Здравствуйте, друзья! Температура за бортом, как вы видели, минус 22 градуса. Я не могу сдержать свои улыбки. Знаете почему? Потому что я приехал на речку. И вижу, что она встала. Все, Печора стоит. Печора встала. И это праздник. Великий праздник для рыбаков. Еще вчера она сопротивлялась. Я ходил на берег. Поздравлял матерей с Днем Матери. И она еще упорно шла, шумела. А сегодня все. Сегодня она стоит. Сдалась. Все-таки сдалась. Мороз ночью был сегодня минус 25. И мы победили. Мы с морозом победили. Речка остановилась. Речка стоит. Конечно, еще очень много окон. Вот окно, допустим. Вот еще окно. Вот там большое окно парит. Но это все мелочи. Много промоин. Вот там вот все парит еще вдалеке. А там всегда поздно встает. Вот там вот, если видно. Пар стеной стоит. Сейчас, конечно, немного уже отпустила. Опа-на, там тоже везде пар. Погода сегодня просто замечательная. Отпустила до минус 22. Дует такой легкий ветерок, но это не страшно. Сейчас в наших планах сегодня мы проверяем. О, вода прибыла, смотрю. За береги появились везде, вода на льду где стояла. Проверяем наши палки, что стояли. И будем смотреть, если где-то что-то можно, будем переставляться. Нет, так подождем. Подождем, пока лед окрепнет. Главное, чтобы сейчас снегопада не было. Не будет снегопада, будет крепкий лед. Но если сейчас все это завалит снегом, будет хреноватенько. Лед будет очень опасный. Ну а пока поехали. Поехали проверять. Вот такой прекрасный день сегодня. И в наших планах сегодня, как видите, у меня всего одно ведро, и оно пустое, без живцов. Сейчас это моя нижняя палка. Вон, ниже еще стоит лес палок, но это не мои. У рыбака какого-то. Снизу начинаю, все проверяю, не насаживаю. Просто смотрим, есть рыба, нет рыбы. Не будем терять время. Пошли. Смотрим, вон, свежий лед, как он толстый. Он сантиметров 10, наверное, уже. Который без снега. Лед какой, сантиметров 10, не меньше. Так, это у нас самая нижняя палка. Опа, она опять не взяли крючка. Ну ладно. Если налим будет, попробуем так достать. Так. Смотрим. Снимаем перчаточки. Мочить их ни к чему. Это так. Ну, дай бог налимчика хорошего. Что-то запутано. Ничего нету. Ее ж с малявкой запутали все. Оба живые. Палка пустая. Налима не было. Печалька. Ну что, поехали дальше. Меня спрашивают, как у тебя руки не мерзнут. Вот когда лунки промерзнут, их отдалбливаешь. Еж целый, малек тоже пусто. Ты не только замерзаешь, ты еще и потеешь. А если тебе самому тепло, то и
рукам не холодно. Главное, чтобы ветра не было. Когда с ветром, это пипец. Ну вот, я долбили еще палку. Мне не холодно, не жарко, потому что лед, вот я вам сейчас его покажу, 10 сантиметров толщиной. Когда работаешь пешней, это не холодно. Так, что у нас здесь? Что-то ничего нету. Живой ёрш. И там малек целый тоже. И здесь пусто. Нету здесь налима. Нету. Поехали дальше. Смотрим, смотрим, что у нас. А у нас тюрьма. С мальками здесь. А налим-то есть. А налима нет. Есть там ёрш животворящий, живущий, живехонький, и больше ничего. Но мы не унываем. Сегодня палки переставляем. Еще готова палочка. Ее мы в прошлый раз тоже переставили. Так что надежда есть. Зацеп. Это куда-то зацепилось. Опа-на. Зацеп зацепом, но там дергает налим. Блин, как быть-то теперь, а? О, друзья. Я прямо слышу через палку, как он дергает. Он куда-то попал и замотал. Налимчик не маленький. Но как его теперь отцепить? Как теперь его отцепить? Попался налим, друзья, и куда-то замотал. Куда-то замотало в жесткую проволоку. Слышу, дергает. Но как вытащить его, понятия не имею. Слышно, по палке он дергает. Обрывать леску. Уйдет налим. Если бы не дергал, я бы даже не задумываясь оборвал. Блин. Есть налим, но он куда-то запутался. И как вот тут быть? Глубина тут порядочная, около 3 метров, даже с лишним. О. И никак. И никак, и никак. Или бревно, или проволоку. А вон бревно, я даже чувствую, это бревно. Он, походу, намотал вокруг бревна. Что делать? Делать нечего. Ай, руки замерзли. Делать нечего. Надо будет рвать. Хотя налим есть, вот он. Тут ничего не поделал. Ладно, тут что делать-то? Рвем. Опа, все порвали. Все порвали. Был налим и нет налима. Он. Так и есть, попался на второй крючок. Ах, жалко. Жалко, жалко. А налим был.
Я сам чувствовал, что были потяжки такие. Ну, где-то килограмма 2, может быть 3, не больше. Обидно, досадно. Да ладно. Ну что, приступим. Вся надежда на тебя. Так, у нас что-то вроде бы здесь есть. Что-то вроде бы потянуло или мне показалось. Не, показалось. Когда очень сильно хочешь, чтобы что-то было, начинает оказаться. Малек живой, ёрш живой. Глубины хватает. 3 метра, наверное. Я не знаю, где налим. Налима нет. Вон какая глубина здесь. А налима нет. Итак, друзья, окончили мы сегодняшнюю проверку. Был налим на одной палке, но он запутался об проволоку или об коряг куда-нибудь, дергался и сошел. Опять сегодня нулевой результат. Я решил поменять место. Так что едем на другое место. Итак, друзья, я на новом месте. И только что приехал-то я уже где-то час назад сюда. Около часу я пробивался на лед. Выход на лед опасен. Под снегом льда нету. Свежий лед, который сегодня стал ночью, завтра он будет крепче того, который был возле берега. Ну, короче, смотрим все сами. Вот. Я не стал переставлять там палки на первом месте. Завтра я их просто там оставил. Завтра или послезавтра я их подниму, потому что скоро начну заливать переправу, и там народу будет километр. Вот, решил уйти ниже. Вон приготовлены мои палки. Тут у меня 20 палок. Вот. Сюда пришел. Здесь тоже стоит, но вода прибыла и пошла наледь. Что тоже опасно, потому что не знаю, что под этой наледью творится. Это участок шаг за шагом. Потихоньку я пробился до того места, где можно уже ставить палки. Вон. Тут я вообще переправу устроил, наковырял льдин. Садится батарея, так что буду говорить быстро. Так, вот здесь я тоже все переправу устроил. Подложил льдины. Налить тонкой корочкой замерзла. Очень опасно. Тут я не смог пробиться, потому что там все, конец фильма. Очень льда практически нету. Тут я тоже продырял, но здесь я перешагиваю. Все, я здесь на более или менее твердом льду. И вот здесь, на границе, я буду ставить сегодня палки. Вон. Это сегодняшний лед. Протыкается с одного раза, но протыкается. Вон. Так вот вдоль. Туда я, конечно, идти пока не буду, но вдоль я уже сегодня выставлюсь. А завтра, наверное, если снега не будет, лед будет уже толстый, и мы пойдем на тот берег. Так что пока будем прощаться. Сейчас до темноты сколько успею, только поставлю. Всем пока. Увидимся на реке. И надеюсь, скоро пойдет нормальная рыбалка на налима. До свидания, друзья.